На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения народного писателя Северной Осетии, основоположника северокавказского телевизионного кино, председателя Гостелерадио Северокавказской ССР Ахсарбека Агузарова. Его многогранный талант, творческая смелость, неординарность и сегодня остаются эталоном безграничной преданности любимому делу. Величайший мастер, чей сильный характер в сочетании с уникальными душевными качествами умел покорять однажды и навсегда. Лидия Цахилова продолжит. Он не умел отступать, ставил по-настоящему прорывные, амбициозные цели и всегда их достигал. Творческая смелость, решительность и умение выстраивать доверительный диалог с каждым помогли ему однажды и навсегда заслужить абсолютное доверие зрителя. Ахсарбек Татарканович Агузаров – человек-созидатель. Он стоял у истоков телерадиовещания и кинематографа республики, стал путеводной звездой в судьбе многих профессионалов, бесконечно преданных своему делу. Я называю его папой осетинского кинематографа, потому что если бы не он, мне так кажется, это мое мнение, что наверняка было бы кино у нас, потому что у нас была Северокавказская студия кинохроники, но игрового кино, вот в том виде, в котором оно у нас состоялось уже, и я думаю, оно дальше будет развиваться, мне кажется, его не было бы. Виртуозное умение владеть словом, неравнодушие и абсолютная искренность отражались в каждом произведении Ахсарбека Татаркановича. Его вклад в осетинскую литературу, как в кино и телевидение, неоценим. Он был блестящим писателем. Три его романа «Сын кузнеца», особенно вот этот роман, «Хурхатан», «Хахон дон унер», они вошли в золотой фонд осетинской прозы. И они были известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня Ахсарбека Агузарова вспоминают друзья, коллеги, родные. В Центральной городской библиотеке члены Союза писателей, актеры Осетинского театра, ученики 11-й школы и Владикавказского колледжа искусств. Каждый делится теплыми воспоминаниями, непременно подбирая особенные слова для особенного человека. Талант Ахсарбека Татаркановича был многогранен и безграничен. Он был и остается недосягаемой вершиной. Впрочем, как и его тонкое чувство юмора. Как-то после очередной съемки художественного фильма приходит домой уставший председатель Госкомитета и автор киносценария. Заходит домой, жена помогает снять плащ, и он устало садится на диван. И в это время жена говорит: «Ахсарбек, ну сказал ты мне хотя бы несколько ласковых слов». Вытянулся Ахсарбек, мило улыбнулся и говорит: «Кино». Именно оно было его главной мечтой. В начале 60-х Ахсарбек Агузаров возглавил Госкомитет по теле- и радиовещанию, ныне ГТРК «Алания», и руководил им почти 20 лет. 40 художественных фильмов, более 400 документальных лент, игровое кино, фильмы-концерты. Все это долгие годы выпускала Североосетинская студия телевидения. Их видела вся страна и не только. Автор сценариев легендарных фильмов, на которых выросло не одно поколение. Во всем виновата Залина, в горах реки бурные, буйные терек. Он хотел творить. И если он написал там в горах реки бурные, значит, роман, то, значит, ему очень хотелось продолжить этот роман уже на экране. Понимаете, это для нас, для всех счастье. Просто счастье, что был такой Агузаров, который нас вскормил, который нам давал работу, который нас учил жизни, который нас благословил в кино. Это счастье просто не только для Осетии, но и для всего Северного Кавказа. Сегодня легенде осетинского гостелерадио исполнилось бы 100 лет. Его детище, теперь уже ГТРК «Алания», продолжает развиваться и держать тот курс, который когда-то проложил Ахсарбек Татарканович, став для целой плеяды журналистов, режиссеров и сценаристов примером трудолюбия и безграничной любви к своему делу. Лидия Цахилова, Игорь Войцеховский, Мария Котаева. Специально для программы «В итоге».